На днях мне была вручена грамота от гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова за 3-е место в номинации «Кавказский портрет». Новая награда занимает свое почетное место на рабочем столе Павла Цароева среди других дипломов и грамот. Для мастеров эпистолярного жанра победы в таких престижных конкурсах журналистского мастерства почетны. Призовое место в номинации «Кавказский портрет» Павел Исаевич заслужил за свою статью об ингушском ученом-инженере Умалате Марзиеве, который полвека посвятил Центру управления полетами. Вот, казалось бы, наша маленькая республика, мы тоже причастны к космическим достижениям нашей страны, благодаря таким людям, как Умалат Марзиев. Его судьба очень интересна, как он прошел большой путь от мальчика из депортированной семьи в Казахстан, умудрился окончить престижнейший вуз и ушел в космическую отрасль. Без таких специалистов невидимого фронта, как герой публикации Павла Цароева, благополучно ракета не полетит и космонавт не приземлится. Почетного гостя, который большую часть жизни прожил в закрытом Королеве, для подготовки статьи пригласили в редакцию, где Павел Исаевич долго беседовал с человеком, проложившим вместе с другими специалистами космической отрасли путь к звездам. Материал об удивительной истории жизни ингушского ученого-инженера и то, как о ней написал автор публикации, высоко оценило компетентное жюри. Сам Павел Цароев больше 20 лет в профессии. Сейчас он журналист и заместитель главного редактора интернет-газеты «Ингушетия». Также возглавляет региональное отделение гильдии межэтнической журналистики России. Успел поработать и в пресс-службах администрации, комитетов по туризму и здравоохранения. Стать мастером слова и трудиться в СМИ мечтал со школьных лет. Хотел быть журналистом-международником, поэтому поступил на факультет иностранных языков Благовещенского педагогического университета, что на Дальнем Востоке, в Амурской области. Там проходили детство и юность Павла. Как настоящий акуле пера, ему все темы по зубам. Профессиональный страж информации берется за любой материал и делает из него конфетку для читателя. Коллега Павла Исаевича по печатному цеху тоже стала победителем конкурса журналистов «Это настоящий Кавказ». Лилия Харсиева заняла 2 первых и 1 второе место сразу в 3 номинациях. Медик, преподаватель, кандидат философских наук, автор сборника «Специфика ингушской культуры» и 2 сборников стихов глубоко в журналистику погрузилась 12 лет назад. Из-под ее пера выходят душевные, наполненные нравственностью очерки о непростых судьбах людей. Компетентное жюри конкурса журналистского мастерства высоко оценило работы ингушского автора Лилии Магомед-Тагировны. Статья «На стыке времен» Ахмед Ведзижев, один из первых выпускников ингушской школы каменщиков-реставраторов, стала победителем в номинации «Кавказ вдохновляет». Также золото завоевало и другое творение Лилии Харсиевой – материал о педагоге и художнице из Ингушетии Марине Хачубаровой, которая покоряет горные вершины и не так давно развернула на Килиманджаро ингушский флаг. И еще одна призовая работа Лилии Магомед-Тагировны – статья «Во имя добра» о благотворительной миссии врачей в странах Африки, среди которых специалист и из Ингушетии Лолита Албагачиева. Они приехали, конечно, там ситуация была очень сложная. Были дети и взрослые, которые ни разу не были в поликлинике, у врачей, вообще не знают, что это такое, лечатся они у своих знахарей. И вот сейчас не могу вспомнить, сколько раз она поехала в Африку. Это уже стало ее такой системной работой. А потом уже были поездки на территорию СВО. Конкурс «Это настоящий Кавказ», организованный Министерством экономического развития России и информационным агентством России ТАСС при поддержке Института развития Кавказ.РФ, направлен на поддержку журналистов, освещающих жизнь Северного Кавказа. Основная цель – этот регион должен навсегда расстаться со стереотипами, до сих пор существующими о нем. Бойцы печатного фронта должны успешно справиться с этой задачей с помощью своего самого главного оружия – правдивого и поддерживающего слова. Анастасия Шишина, Хасан Евлоев, Билан Ахильгов, Магаз 24.